حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Ответьте на вопрос, что вы сделали для того, чтобы не допустить строительство полигона в Сунжинском районе? Как обстоят дела сегодня? Це вопрос, ответьте, Джамбулата поручили, давай зовут. Пишет один комментатор. Я хотел бы обратить внимание Совета ТЭПов, что по закону РФ за рождение третьего ребенка полагается родителям участок земли. Наш глава, сославшись на малоземелье в Ингушетии, отменил его на данной территории. Назовите мне того, кто получил участок земли в Ингушетии на третьего ребенка. Как же так? У нас нашлась земля для полигона. Малсак нужно сделать так, чтобы законы РФ работали и на нашей территории. Это одно. Я думаю, мои земляки плохо представляют, что такое полигон для строительства целой дивизии. У нас перегруженные без того дороги, сводки о погибших в авариях как с фронта. Части этой дивизии размещаются по всему Северокавказскому округу, а на стрельбу будут ездить к нам в малоземельную Ингушетию. Вы хоть представляете себе, что это такое? Бронетанковые части, расположенные в других регионах, будут приезжать к нам по нашим дорогам, по густонаселенным районам на полигон, чтобы отрабатывать навыки вождения и стрельбы на полную дистанцию. День ингушской матери за рождение третьего ребенка полагается земельный участок. Когда мы поумнеем, я не думаю, что на этом все прекратится. В дальнейшем нас ждут потрясения, что это все покажется цветочками, если мы не проснемся. Я правильно понял, я сперва думал, третий ребенок, я шамал, с какого боку дала для связанный анчел, им курузу, третий ребенка, два лет, адал, Ингушетии, лет, следующая, все, полигона, десятками тысяч, да, миллиардис. Да. Dit is wat je Сандаланда, это Озатиланде реально. Если следовать Конституции, я попытаюсь ответить. Я хотел сначала как бы из двух частей вопрос по третьему ребенку. В соответствии с Конституцией, человек, его права и свободы, статья 2, является высшей ценностью в Российской Федерации. Вот. Они непосредственно действующие, и смысл работы государственных органов и должностных лиц должен упор делаться на это. Во главе всего должен стоять человек. Для этого мы наняли этот чиновничий аппарат, который должен решать проблему общества. Вот. Конституция, мы знаем, что имеет высшую силу в нашей стране. Вот. Далее идут подзаконные нормативные акты в зависимости от уровня. Вот. Было принято решение президентом, все это внесли в нормативно-правовые акты, что при рождении третьего ребенка субъекта должны выделяться земельные участки на эти многодетные семьи. Вот. Почему нижестоящее должностное лицо принимает решение на уровне республики не выполнять указания президента страны? Вот. Лично я не знаю, каких-то законодательных оправданий найти этому не могу. Поэтому я, в принципе, предлагаю тем людям, мы этот вопрос, да, у нас тут в Совете ТЭПов и комитет по многодетным семьям действует, этот вопрос тоже будет отслеживаться, но хочу обратиться к гражданам, многодетным семьям, займите тоже активную жизненную позицию. Вот. Посмотрите законодательство, сейчас интернет есть, пожалуйста. Ссылаясь на нормы, сделайте обращение на имя районных своих глав администрации, на имя президента республики. И посмотрите, что вам ответят, на какие нормы будут ссылаться эти должностные лица. И после этого уже можно обжаловать этот вопрос в судебном порядке, да, или же через прокуратуру и так далее. Так, второй вопрос по полигону. Тоже тема стоит.
Постоянные обращения идут от людей и в интернете, и так лично обращаются. Как быть, что делать. Вот. Хочу сказать, что и Совет ТЭПов, да, наслышан, что и другие организации общественные делали обращения. Что касается Совета ТЭПов, мы подготовили, целая комиссия разбиралась с этим вопросом у нас, подготовили аналитическую справку, выделили основные причины, по которым размещение полигона и мотострелкового полка нецелесообразно располагать на территории Ингушетии. Вот. Отправили, подготовили письма, отправили различные федеральные инстанции, начиная от президента России, директора ФСБ, министра обороны Российской Федерации, министра по природным ресурсам и экологии Российской Федерации, ну и поставили в известность нашего главу. Вот. Обращались и к депутатам, районным, муниципальным, и людям на сходах, на встречах, объясняем вот эту ситуацию, вопрос со своей стороны, как может решать эта общественная организация, мы стараемся, держим на контроле, решаем. Но я хотел бы все-таки еще раз, много мы об этом говорили, но еще раз обратить внимание на главную причину, по которой нельзя полигон устраивать именно в том месте, в Асиновском ущелье. Те земли, они находятся в районе нефтегазового месторождения, так называемого Датырского месторождения. По открытым данным, 5 участков, просто 5 участков этого месторождения, данные в интернете есть, они составляют площадь 86 квадратных километров. Вот представьте такую площадь, только 5 участков месторождения. Вот. Месторождение содержит сероводород высокой концентрации под огромным давлением. Давление очень большое. Там были попытки разрабатывать нефть, но потом, видя, как это все сложно, были скважины законсервированы. И вот сейчас в этой зоне у нас пытаются организовать полигон. Что такое сероводород? Еще раз напоминаю. Это ядовитый токсичный газ, взрывоогнеопасный. Просто даже если его вдохнуть, бывает достаточно одного вздоха, чтобы наступили необратимые последствия. Как правило, человек погибает в течение 7-10 минут. Этот газ относится в соответствии с действующими ГОСТами от 1976 года. Он относится ко 2-му классу опасности для живых организмов. Это высокоопасные вещества. Само месторождение, вы знаете, находится в сейсмоактивной зоне. Там и так эти постоянные землетрясения у нас в этой зоне случаются. И вот сейчас мы собираемся танковый полигон для стрельбы из тяжелых орудий, танков, боевых машин. Кстати, чтобы не заблуждались, вы должны знать, что боевые машины не только стрелковым вооружением оснащаются, но и артиллерийским, минометным, ракетным. Даже танки, если взять, снаряды тоже разные в зависимости от предназначения. Осколочные, фугасные, бронебойные, кумулятивные и так далее. Все, И вот представьте, сейчас подразделения будут наносить удары. Там и так стоит движение земной коры, земные плиты под напряжением стоят. И вот тут провокация идет с этими стрельбами. Если в результате детонации, взрыва или спровоцированного выхода газа на поверхность, может случиться трагедия, перед которой даже Чернобыль может показаться не такой трагедией. Объясняю. По свойствам своим сероводород в концентрации от 4,5% до 45% происходит химическая реакция с воздухом. Он загорается. Результатом горения является серная кислота. И вот представьте, я даже боюсь представить, что взрыв был. Если взрыв будет, это весь юг России пострадает. Если даже просто спровоцируется выход газа, огнем будет уничтожена территория, даже без взрывов, в районе 50-70 километров в округе. Это практически Ингушетия подпадает полностью, половина Чечни, половина Осетии, частично Кабарда, Ставропольский край. Это проблема не только граждан Ингушетии, это проблема
всех жителей Кавказа. Далее хочу сказать, что если произойдет вот этот пожар, и результатом горения вот эта серная кислота дымом поднимется наверх, облаками, дождями будет разнесена на значительно большей территории. Помните вы, да, что в Чернобыле было после взрыва ядерное облако фактически накрыло всю Европу. Облако пошло через Германию, прошло через Англию. До сих пор в Германии запрещено собирать грибы, потому что они как бы радиацию притягивают до сих пор. В Англии, там, где радиоактивный дождь прошелся, эти земли не используют. Они ограждены. Вот. Период полураспада радиации он большой. Ну, вот, как бы эти земли не используются сейчас. Непонятна позиция наших региональных министерств и ведомств, которые лично для меня она непонятна в этом вопросе, потому что это угроза государственной безопасности. Должны реагировать такие службы, как Федеральная служба безопасности по этой угрозе, в МЧС, Министерстве природных ресурсов. Эта угроза должна быть одной из главных. Они в нашем регионе должны просчитывать все угрозы. Вот. Не знаю, не думаю, что это незнание проблемы. Вот. Скорее всего, в угоду вышестоящим начальникам молчат. Но я хочу обратиться к ним. Под угрозой не только вашей жизни, а жизни ваших семей, вот, жизни граждан юга страны. Надо свой все-таки служебный долг выполнять, если вы занимаете эти места. Вот. И мы не требуем просто так, чтобы этот полигон там расположить. Пожалуйста, подключайте экспертов, приостановите все мероприятия, подключайте экспертов, ответственных людей. Пусть они проверят. Межведомственная комиссия там какая-нибудь. Пусть проверят вот на наличие этих проблем, особенно вот с этим месторождением связанное. Пусть вынесут экспертное заключение, и потом уже на основании этого будут какие-то серьезные решения. А так, что где-то кто-то захотел, позвонил кому-то, сказал, там какую-то бумажку они состряпали, и вот так решить вопрос, из-за которого может пострадать весь юг страны, ну, это неправильно, неправильно. Я, например, хочу жить в этой республике, не хочу никуда уезжать. Хочу, чтобы мои дети тоже здесь жили, и внуки, и правнуки. Поэтому я со своей стороны, конечно, буду максимально стараться участвовать в решении этих проблем. У меня все. Я просто добавил несколько слов от Адама Антоса о письмо Саязыш Путинаки, ФСБ, военное министерство, природных ресурсов, главе республики, где письмо Саязыш Антоса, сколько сдучишь до Кэлвяка, Амда Цана. Ты же аугаш, туркыш, тамадыш, юртляшка дышат, ну, почему-то, он игновато, всякий бабуш буржуанах, которые завтра в первую очередь будут страдать от этого, у них никакого понимания этого нету. Ты же сам можешь быть депутат, ты боялась бы, она писать избирателя, муниципалитет, избирателя, да, собственно, ты же даже, ты же аязы же, закон, что коммунер, сверх молбаш, на бал хабир бахтыш, вы масхиду должен хасшан бахам дамазма. Саркили асаязи ашоли, ачакдар дошло, ухдарс, сарбаку ерсаязи, расли городе, пригороде, جانش ضياع يعني حدو أتاشو يعني بريش حارب يعني يا أخي شاتي عليه إيكولوجي يو شغل داكسر جو أش عايز داكسر عليه يري جورد حاري حقيقي قرع يوقي تسقوز ليش تيجي شجبتارو تيجي مالوا تسنة برو ده إيكولوجي فأمر مسوا حمو يوخي يجور ما تشكي كل عايز يبختش شو غاص فنيرش да غير سنا مدة يلا إذا должность زورتا يا ورا يلا должность из муниципальный депутат, я говорю, я должность, ага, еще аж, ханяздуаш, хамуаш, хамун тиша был. Относительно этого решения, якобы принятого о передаче территории под полигон, в связи с этим шкяхтажем, мало, дальше до инстанции шкаф. Некоторые инстанции даже удивлены, в принципе, таким решением, они отсутствуют ситуации. Цюёл же мучат по фактически ни под каким предлогом 8 тысяч маях и 8 гектаров всегда еще лежмет тигяц. И в связи с этим я был на да без там предложение совет типов
региональный Ростехнадзор или сумму структурушка обязательно запросы яхитер. Если даже необходимо это голосование принять. Не надо голосовать, подготовить. Обратить себя, запрос сделать. Подготовить. Имеет ли право, примерно, где должен располагаться, согласно каким-то нормам и правилам, он наверняка в курсе, что ни под каким предлогом вблизи населенных пунктов, в опасной близости от населенных пунктов, где это должно быть понятно. Мы об этом Подготовить дело, все есть, да. все хорошо.